Здравствуйте, экспертный совет. Меня зовут Сушеницын Андрей. Я ученик 10 класса Батагайской средней общеобразовательной школы. Представляю вашему вниманию мою работу на тему древняя фауна Верхояния. Почему мы изучаем древних вымерших животных? Возможно, потому что нам интересно и любопытно знать, кто тогда обитал и господствовал до нас. Каким образом сохранились их останки, скелеты, а иногда даже целые туши, которые по сей день продолжают удивлять нас своей сохранностью мягких тканей. Все это благодаря лишь тому, что на наших землях хозяйничал холод, а именно многолетняя мерзлота, которая, по свидетельствам ученых, могла достигать до минус 80 градусов. Актуальность. Интерес к теме обусловлен тем, что начиная с 2009 года были обнаружены такие интересные находки, как верхоянская лошадь и в 2009 году верхоянский шипенок, в 2018 и батагайский бизон, найденные в 2018 году, 2009 году. Наш район становится опорным и базовым местом палеонтологических исследований, как российских, так и иностранных ученых. Прежде всего, это научный стационар СУФУ Батагайка. Местонахождение Юнигел на реке Яна, местонахождение Улхан-Сулар на реке Аныча. Из объектов исследования стала археологическая коллекция 4 музеев Верхоянского района. Бураласского музея села Томтор, палеонтологический музей села Тычинского наследия села Киркес и Верхоянский музей. Предметом исследований же ископаемые останки животных мамонтовой фауны, обнаруженные на территории Верхоянского района и выставлены в 4 музеях нашего района. Цель исследований – изучение и анализ вымерших животных древнего Верхояния из археологической коллекции музеев нашего района. Задача – выявление малоизвестных деталей истории уникальных находок на территории района. Сбор информации о местонахождениях мамонтовой фауны. Батагайка, Улхан-Сулар и Юнигел. Анализ и систематизация археологического материала в музеях района. Верхоянский районный краеведческий музей. Полис, полоса города Верхоянск. Историко-палеонтологический музей Адырчинского наследия села Редкие. Определение морфометрических показателей останков плейстоценовой фауны Верхояния на примере экспонатов музеев. Самостоятельный сбор археологического материала в ходе боевых работ в общем лагере. Изучение литературы по исследованию и обобщению. Для исследования были использованы следующие методы. Анализ, сбор информации, систематизация и обобщение полученных мною данных. Начиная с находки Халбуйского носорога в 1877 году, Верхоянский район, расположенный на Яно-Индигирской низменности, является одним из ключевых регионов по находкам трупных остатков животных. Только за последние 10 лет в этом районе были обнаружены трупные остатки животных мамонтовой фауны в замороженном виде. Среди них верхоянская лошадь, найденная в 2009 году, абсолютно возраст 4450 лет. Верхоянский жеребенок, абсолютно возраст 42 тысячи лет, найденный в 2018 году. Тушка копытного лемминга, найденная в 2012 году, абсолютно возраст 50 тысяч лет. И батагайский бизон, найденный в 2009 году, абсолютно возраст 8215 лет. Выводы. Проведена систематизация древней фауны плейстоцена, обитавшей в Верхоянском районе 2,5 миллиона лет в эпоху плейстоцена. По останкам древних животных можно выяснить, что существовали все 4 вида животных моего проекта. Бизон, шерстистый носорог, мамонт и пещерный лев. По морфометрическим показателям анализ показал, что в Верхоянском районе существовали все 4 вида животных моего проекта. Всех возрастов
и тонов. Хорошо сохраненные останки костей занимают половину изученной коллекции. Мы поняли, что эти животные уникальны и тоже заслуживают своего внимания. Их можно встретить в разных музеях нашей республики. Спасибо за внимание.